всегда старался черпать для себя что-то новое. И в жизни тоже у меня даже так получилось. Всегда я старался стремиться быстрее к какому-то успеху, дойти до какой-то вершины. У меня как-то и удавалось. Потом какое-то время уже она как-то интерес терялся уже. Потом вот даже в жизни получилось. У меня несколько профессий поменял. Самая первая профессия у меня был художник. Художественное училище закончил. Потом это было перед армией. В армию забрали, 2 года в армию. После службы я почему-то решил уже пойти на завод. 10 лет работал в электросцехе. Электриком работал, начальник смены работал тоже. Тоже быстро. На заводе схема огромная была, сеть. Весь диспетчерский пульт у нас был. Рамиль Зиевич Рафиков, отличник физической культуры Российской Федерации. Все мы родом из детства. За 2 года, изучив все электросхемы завода, Рамиль заскучал. Душа требовала свежих идей, новизны и движения вперед. Возможно, понял, что находится не в своей стихии. Да и желание научиться неизведанному у молодого парня было не занимать. Я никогда работы не боялся. У меня мама тоже всегда, во-первых, примером была. Она любую работу может, и мужскую работу делает тоже. Никогда работы не боится. Ей сейчас 8-9 лет в этом году. Она всегда, хоть она болеет, она говорит, мне лопаты не хватает. Она как-то, даже больничная койка сидит, еще тоже заболела недавно тоже. Она говорит, на самом деле, мы как недавно ездили в сад, она тоже чистила снег, до сих пор тоже. Ну, у меня еще дед тоже всегда был, мамин отец, Зарипов Абдулгаям, который во время войны 112-й башкирской кавалерской дивизии, Шаймуратов генерал, он вместе воевал, в плен попал. И тоже после плена еще где-то 2 года они Лисичанские их проверяли, в шахте работал тоже. Он всегда был трудолюбив тоже. Его не хотели оттуда тоже отпускать. Нажиба Апай – ветеран тыла. Ее и многих девчонок из деревни Янкисяк Аскинского района еще в самом начале войны отправили на лесоповал. Как выстояла в тяжелейших условиях жизни и работы 12-летняя девчонка, до сих пор трудно понять. Уже подростком выполняла все нормы труда. Возможно, полученная в тылу закалка служит подспорьем и сейчас, на пороге своего 90-летия. Семья дружная, всегда вместе собираемся, любые праздники, там всегда вместе. Мама, вот у нас в этом доме до 70 человек мы собирали, родня, вся родня. Сейчас самая старшая у меня мама, мы когда еще в деревне жили, тоже так же было. Вся родня почему-то у нас собираются там, старались почему-то. Но у нас, если мы собираемся, у нас где-то идет это не один день, там могут быть 3-4 дня. У каждой семьи, человека должны быть такие места, там не каждый, ну, где-то какой-то дом должен быть, где люди должны все собраться. Начало пути. Бросив учебу в нефтяном институте, Рамиль решил поступить на географический факультет Башкирского государственного университета. С первых дней учебы молодой парень понял, что именно здесь его призвание. Незадолго до получения диплома он уволился с завода. Энергичный и трудолюбивый выпускник вуза не остался без работы. Его приглашают в 45-ю уфимскую школу. А в 45-й школе год не работал уже, это в городе Уфе. Меня забрали в отдел образования методистом по туризму. Это где-то 86-й год был, 87-й. И я как-то туристом тогда не был, но природу очень любил. У нас, где я родился, деревня Янкисяк, Аскинском районе Республики Башкортостан. Очень красивая природа. Родников только 18. Я таких вот сколько путешествовал в течение своей жизни, я таких мест не видел. Там просто блаженство. И все вот это нам дало толчок. Тогда Людмила Ивановна Мурманская, заведующая рано, говорила, вот надо методистом надо работать, давайте приходи. Я говорю, я же не турист, говорю, я никак не смогу. Я говорю, природу люблю. Ну, как-то получилось так и уже. Те времена там, раз просит, значит, надо было делать. За короткое время молодой методист сплотил вокруг себя всерьез увлеченных туризмом учителей, многие из которых были преподавателями географии. Сообща составляли план мероприятий и задуманные вместе притворяли в жизнь. У Рамиля Рафикова все ярче и ярче проявлялся талант организатора. Уже в первый год работы они поехали на Байкал и Камчатку. Первый раз сначала ездили учителями, как исследовать, посмотреть, а потом уже я начал детей туда возить уже. Всегда я детей учителей возил бесплатно, и как-то я могу гордиться, потому что и в те времена тоже тяжело было, и сейчас не так просто.
Но финансов нам всегда не хватает, как бы человек много не получал. Вот мы, работая в бюджете, сумели в те времена тоже совершить такие интересные дальние экспедиции организовать, поездки организовать. Я как-то говорил Людмиле Ивановне Мурманской заведующей рано, когда работал в Кировском районе. Я все-таки не захожу, говорю, вот, говорю, мы хотим, говорю, учителями поедет Камчатка. Она говорит, кого берешь? Я список составлял, всегда нам профсоюз помогал. Из отдела образования премии выписывали, кто, отдельно там хотели как-то помочь, поддержать. И как-то получалось у нас, все это хватало на дальнюю поездку. Каждая поездка по-своему была очень интересна. Мы сами выбирали такие интересные места, необычные. До сегодняшних дней я в Камчатке бывал уже более 20 раз. Каждая поездка у нас заканчивалась от 20 дней, 2,5 месяца. И мы ездили в Камчатку год по 2 раза. Я как-то сумел в те времена там всех настраивать психологически. Вот этот психологический настрой, всегда он нужен, даже не только в походе, не только в любой поездке, даже в жизни. Человек должен всегда настроить себя психологически. Он не должен не болеть, он всегда должен выглядеть хорошо, здоровым, спортивным. И вот эти все определенный настрой, она должна работать. И она никогда меня еще не подвела. Верный путь. Запомнилась поездка на остров Беринга, где группе туристов довелось проехать на собачьих упряжках, увидеть лежбище морских котиков. На бухте Беринга мы нашли бутылку, отправленную с острова Кыски. Это Алиутские острова. Оказывается, научно-исследовательский корабль. Капитан корабля, у него говорит, хобби, и он отправил бутылку. Там в этой бутылке было написано, все сохранено, надпись 92 год, Альбервилл. Как раз Олимпиада шла в этом году. А мы нашли в 93 году. А вот эта сама бутылка, она проделает те же маршруты, которые видите в Беринг в свое время, когда после открытия Северной Америки, они тоже плыли по течению, заболели цингой, и все были больные, уже у них там как-то помощи не было, их течение перебросило остров Беринга, бухта Беринга. Мы как-то, получается, с детьми, детской группы доказали, нашедшие вот эту бутылку, именно такое течение, они в другую бухту или в другое место не могли попасть, именно попали на эту бухту. Даже как-то, получается, доказала. Мы приехали в Уфу, там записка была на английском языке написана, там, просили, чтобы мы указали координаты, где мы его нашли, в каком месте там. Потом письмо написали, нам ответ получили из Канады. Энтузиазм и трудолюбие Рамиля Зиевича заражали многих. С каждым годом вокруг него становилось все больше и больше людей, грезящих о дальних странствиях. Очень скоро любимая работа стала образом жизни, любимым хобби, счастьем и отдушиной. Счастливый билет. В 1999 году я начал работать в Министерстве спорта в отделе туризма. Тогда у нас отдел строительства тоже был, отдел подготовки кадров тоже в нашем отделе тоже было. Пригласили как специалиста, нужно было в те времена поднять туризм. В течение года я как календарь, на весь год республиканский календарь смотрел, там всего было 6 мероприятий, это был 1999 год. Одно мероприятие зимнее, одно летнее и 2 похода. И где-то 1 конкурс республиканский, научный туристский маршрут, туристский центр, клуб, типа такой тоже. Все вот эти мероприятия были. Я как пришел, мы начали буйную деятельность тоже. До сегодняшнего дня мы довели количество мероприятий, проводимых уже до 170 мероприятий. Цифры назвать легко, это надо готовиться, это республиканские. Мы в последнее время уже международные мероприятия очень много, чемпионаты мира проводили по ледолазанию тоже. Разного уровня уже брали. Очень много ежегодно брали российские мероприятия. Ведь среди инвалидов, среди пешеходного туризма частненько у нас проводил, на нашей территории проводилось республиканское. Всему надо было время подготовиться. Как-то опыт работы, потому что в этой сфере в Федерации очень много работали туристы, тоже фанатично, которым нравился. В российском масштабе мы были 3-е после Москвы, Ленинграда, после Новосибирска, уже Уфа. Человек счастлив в окружении соратников. Если чувствуешь взаимопонимание и помощь близких людей, то удачлив вдвойне. К великой радости сына, разменявши 100 десяток лет, неожиданно для всех, его мама становится заядлой туристкой. Я всегда доказываю тоже, в любом возрасте заниматься туризмом не поздно, лишь бы желание надо. Туристом быть, я думаю, так просто много вещей надо знать, не только там психологию людей, а вот обычной группе, куда ты собираешься, это не только же маршрут, географию знать надо, хорошо ориентироваться на местность тоже так же. Работать людьми, и каждый вес распределяешь, когда готовят, тоже там же калории высчитывать надо тоже. Я очень много лагерей проводил в свое время, на Еремеле только более 200 человек был каждый заезд.
И как-то для меня меньше 100 людей уже было как-то скучно работать. Много людей, много детей, для меня там как-то нормально было. И всегда как-то среди этих людей есть очень талантливые люди появляются. Кто-то на гитаре играет, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то идеи подает интересно, а кто-то уже там, который ничего не умеет, хотя хлопает, сидит там как зритель, как слушатель. Настроение праздник. Университеты жизни Рамиль Зиевич прошел странствиях. Этой школы общения, испытаний себя на прочность и стойкость, ярких впечатлений хватило бы с лихвой 5, а то и больше, но не заядлому туристу, которому и на пенсии не сидится. В его планах развитие туризма в Аскинском районе. Совсем недавно он организовал ознакомительный тур из Уфы в родные края. Мы как-то делали недавно, я говорю, в Аскинскую поездку, как маршрут проехали по сельской местности, тоже. Проехали, можно сказать, тоже. Оно очень интересно получилось. Ездил, тем тоже, кто нас встречал, тоже, им тоже. Я хотел привлечь население, доказать, чтобы это туристы не только приезжают, они как-то какой-то помехи создают там, или чем-то ссорят. Обычно привычка же, туристы приехали, посмотрели, уехали. И они еще, от них еще выгода идет, потому что мы могли купить местные продукты, произведенные в деревнях там. Это молочные продукты любые. Сейчас очень много поделки, ремесленники много сейчас. Там уже народ уже лед тронулся, можно сказать. В сельских местностях очень много брошенных школ, медпунктов, такие социально значимые объекты. Хотелось их как-то, чтобы они не пропали. Вот надо направление организовать гостевой дом, по-другому, сейчас стало модно уже. И как-то сохранить вот эти объекты, которые построены, социальные объекты для села, для жителей. Потому что если сейчас в обычных деревнях, если клуб, магазин, школа, они все считаются как-то это, если начнет распадаться уже деревня, тоже мы потеряем уже, распадется деревня. Поэтому как-то с целью сохранить вот эти объекты. Вот у меня есть идея тоже в дальнейшем работать в этом направлении. Путешествие учит больше, чем что бы то ни было. Один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Так любил говорить известный французский писатель Анатоль Франц. Жизнь Рамиля Рафикова тому наглядный пример.